Электронное правительство – проект, на реализацию которого потрачены огромные финансовые средства. Он призван приблизить Казахстан к другим развитым странам по уровню развития информационных технологий. Это возможность обращаться к чиновникам разного уровня напрямую. Это колоссальная экономия времени. В общем, говорить о преимуществах электронного правительства можно очень долго. Но вот что удивительно, почему-то кокшетауские пользователи предпочитают живое общение и живые очереди. С начала года всего 3 кокшетауца подали заявку на онлайн-регистрацию юридического лица. Наш корреспондент Сания Бузайгарова выяснила, что с другими онлайн-услугами дела обстоят не лучше. Не так давно в Кокшетау появилась уникальная возможность онлайн-регистрации юридического лица через портал электронного правительства. Правда, об этой услуге почему-то известно далеко не каждому, учитывая, что с начала 2012 года регистрацию прошло только 3 человека. Маржан Джатаева – одна из этих 3, кто успешно воспользовался нововведением. По ее словам, идея открытия товарищества с ограниченной ответственностью зародилась давно, однако никак не получалось выкроить время, чтобы собрать все нужные бумаги, сходить в центр обслуживания населения, простоять в очереди и потом еще прождать 7 дней. Возможность подачи заявления в электронном виде порадовала и показала свой результат. Уже в течение дня свидетельство о регистрации было в руках Маржан. Так как я являюсь матерью 2 детей, то есть чтобы не стоять в очереди, мне это удобно, практично, и не выходя из дома, каждый может зарегистрировать каждое физическое лицо может зарегистрироваться на портале ЕГОВ. Удобство и скорость, пожалуй, это главные критерии, которые и так необходимы, когда мы часами просиживаем в очередях и собираем кипу разных документов. Альтернативой традиционной схеме оформления и получения различных справок является электронное правительство egov.kz. Данный электронный портал представляет собой единую систему, которая объединяет все государственные органы и позволяет им оказывать услуги населению с помощью интернета, электронных терминалов или даже мобильного телефона. Немного из истории. Идея создания была инициирована главой государства в ежегодном послании народу Казахстана по вхождению республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. И 10 ноября 2004 года был подписан указ президента о формировании электронного правительства. Преимуществом портала электронного правительства, электронной цифровой подписи в целом является то, что снижение бюрократической волокиты со стороны государственных органов. Сейчас в том преимущество, что барьерные сроки снижены, то есть человек в течение суток, в течение 10-15 минут оказывается услуга посредством портала электронного правительства. Во-первых, это имеется возможность зарегистрироваться, не выходя из дома. Значительно сокращен срок регистрации, электронная регистрация производится в течение 1 рабочего дня. И третье, если человек получил для электронной регистрации электронно-цифровую подпись, она в дальнейшем ему очень понадобится не только в этой сфере. Например, с помощью электронно-цифровой подписи он может пользоваться всеми возможностями электронного правительства. На портале egov.kz насчитывается более 70 услуг, однако на сегодня доступно только около 17. Услуги есть платные и бесплатные. Отличить их можно по особому значку в виде монеты, наличие которой предполагает некоторую стоимость. Если же говорить об услугах, пользующихся спросом среди акмолинцев, то это справка о наличии недвижимости, адресная справка и справка о наличии или отсутствии судимости. А вот остальные услуги кокшетауцев не особо заинтересовали. На этих кадрах 2-месячной давности молодожены, первые в области, подавшие заявление на регистрацию брака по интернету. С того времени их примеру последовало всего лишь 3 пары. Эти цифры говорят как о неосведомленности населения, так и о привычке к традиционным методам – сбору документов, очередям и ожиданиям. Нет, никогда не пользовался. Что это такое? Впервые слышу, никогда не приходилось этим пользоваться. А ведь все может быть гораздо проще. Достаточно зайти на сайт электронного правительства, пройти регистрацию, выбрать нужную услугу, выполнить определенные действия, и ваша справка готова. Причем это возможно в любое время суток и вне зависимости от вашего местоположения. Главное условие – наличие интернета. Сания Бузайгарова, Сабырбек Кулатайулы, Айбек Данияров, Апта.